Быть или не быть крымско-татарской национальной территориальной автономии? В третью годовщину аннексии Крыма политики вновь заговорили о статусе Крыма. Подробнее об этом в нашем сюжете. Это пикантный и непростой вопрос. Так, в эфире 112-го канала народный депутат от блока Петра Порошенко Сергей Куницын отозвался об идее создать в Крыму крымско-татарскую национальную автономию. В интервью нашему каналу нардеп объяснил, что он имел в виду. Что касается национальной автономии, я не отрицаю саму возможность ее создания. Нельзя не учитывать тот фактор, что крымских татар 13% населения, 25% украинцы, там 58% россияне и 100 национальностей. Насколько, если это состоится, скажем, национальная автономия, будет учтены интересы всех остальных этнических групп, больших, чем крымские татары. Полуостров после деоккупации должен остаться республикой, в которой учтут права коренного народа, уверен народный депутат. Если мы дадим статус коренного народа, допустим, крымским татарам, безусловно, они должны там иметь определенные квоты. Они должны быть, я думаю, больше, чем пропорциональный состав, больше, чем там 13%. Ну, должен быть найден какой-то баланс. Я не готов сейчас сказать. Это предмет договоренностей, компромиссов. Там 25%, я не знаю, там 30%. Это должна быть национальная территориальная автономия по сути, а не по названию, уверен лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Реализация прав коренного народа на самоопределение – это главное, что должно быть в будущем статусе полуострова. Эта автономия образовывается как форма реализации права коренного народа на самоопределение. Для нас главное содержание Конституции Автономной Республики. В первую очередь это функционирование крымско-татарского языка наравне с государственным на территории Крыма. А второе – адекватное представительство во всех структурах власти, в том объеме, которые могли бы защищать свои права. Сейчас вот в проекте закона о коренном крымско-татарском народе прописана сейчас норма 33% представительства крымских татар. О необходимости создания национальной автономии неоднократно говорил президент Украины Петр Порошенко. Он инициировал работу Конституционной комиссии, которая должна подготовить изменения в основной закон страны. Эльвина Сидбулаева, Роман Спиридонов и Асан Эминов. Заман. АТР.